Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах. Альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Красота внешности пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его особенности его внешности. И мы переходим на красоту его нрава. Айша, радийаллаху анха, рассказывает, что посланник Аллаха очень часто обращался к Аллаху следующими словами. Запомните это дуа. Кто пока не знает арабский текст, просите на том языке, на котором вам удобно. Потому что нигде не написано, что дуа, наши обращения должны быть на арабском языке. Намаз на арабском языке, сура Фатиха на арабском языке, ат-тахият на арабском языке. Но нигде не написано, что наши дуа, они всегда должны быть только на арабском. Поэтому еще 100 лет назад писал об этом наш величайший ученый, муфти всея Руси, скажем так, Алимжан Хазрат Баруди. Он писал, что вместо того, чтобы люди обращались к Аллаху непонятными для них словами, то есть он где-то что-то выучил, бабушка научила, но сам не понимает, что он говорит, о чем он просит. Поэтому Алимжан Баруди написал следующие слова. Вместо того, чтобы обращаться к Аллаху какими-то непонятными словами, может быть, это на самом деле великие слова, но он не понимает их. Пусть он обращается к Аллаху своими словами, на том языке, на котором ему все понятно. Поэтому я когда спросил одну бабушку, близкую для меня, из моих близких родных, я спросил: Аби, вот ты всю жизнь, мы помним с детства, ты после намаза, после еды всегда что-то говорила. Я спросил, вот что, расскажи мне, скажи, какой дуа? Я, говорит, читаю те дуа, которым меня мать научила. Я говорю, давай читай. Она говорит: Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар. То есть на самом деле первый момент, это великие дуа, одна из самых любимых пророком дуа. Но второй момент, это не те дуа, которые пророк читал после еды. Так ведь? Это не то время. После еды мы не просим еще раз: Аллах, ты мне дал, еще дай. Да, мы говорим: Альхамдулиллахи аллади атагамана ва сакана ва джа'алана, или другие дуа. Вот поэтому очень важно, когда мы обращаемся к Аллаху, понимать, о чем мы у Него просим. Поэтому ученые говорят, лучше на своем языке проси, своими словами, чем повторять какие-то заклинания, которые ты сам не понимаешь. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда обращался к Аллаху, он часто говорил следующие слова: «О Аллах, так же, как Ты сделал прекрасным мое строение, мой внешний вид, хальки, сделай прекрасным и мой нрав, хульки». То есть: «О Аллах, кама ахсанта хальки, фахассин хулуки». То есть: «О Аллах, так же, как Ты сделал мой нрав прекрасным, альхамдулилля, у нас прекрасные лица. Мы не какие-то там безобразные, какие-то там создания. Альхамдулилля, глаза на месте, уши на месте, зубы почти на месте, если вовремя ходить еще к стоматологу, да? Альхамдулилля, это не аманет, это благо Аллаха, твоя внешность, твои руки, ноги, красота твоя. Конечно, благо. И поэтому, когда мы обращаемся к Аллаху, мы и благодарим Аллаха: «О Аллах, так же, как Ты сделал мою внешность прекрасной, теперь сделай и мой нрав прекрасный». То есть, так же, как Ты мою внешний мир сделал прекрасным, сделай прекрасным и мой внутренний мир. А это что? Это твой нрав, это твоя нравственность. То есть твое нутро, твой уже внутренний мир, который, может быть, сразу не видно,
это уже твоя нравственность. Вот поэтому посланник Аллаха обращался к Аллаху с этими словами. Что касается уровня нравственности пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Кто поставил наивысшую оценку нраву пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Кто оценил нрав пророка? На самом деле, на каком он уровне? Аллах Тааля. Аллах в Коране сказал: «Ва иннака, воистину ты, ля аля хулукин азим». Ты обладаешь великим нравом. Не просто прекрасным, не просто там красивым, да? Аллах сказал: хулукин азим. Ты обладаешь великим нравом. Это суратуль Калям, 4 аят. Поэтому важно, когда не ты ставишь себе оценку своей нравственности, потому что если спросить многих людей про их нрав, как ты оцениваешь свой нрав? Ну, я такой уж красавчик, да? То есть мало кто будет свои недостатки говорить. Поэтому каждый хочет думать, что он очень нравственный. Это наш нафс так думает. Вот. А здесь кто ставит оценку? Аллах Тааля сам. И на самом деле, дорогие братья, нравственность пророка воспитал в нем сам Всевышний. До того, как он стал еще пророком, он сам не знал. Пока ангел Джабраиль не пришел к нему, он еще не знал, что он станет пророком. Он не готовился: ой, мне скоро пророком надо стать, 10 лет осталось, а мне уже 30, да? Или там 5 лет осталось, мне надо готовиться, нравственность свою развивать. Нет, он не знал. Даже когда, вот смотрите, почему он убежал, когда Джабраиль пришел к нему? Почему он дрожал, кричал: закройте, укройте меня, заммилюни, дасируни. И очень долго не мог успокоиться, потому что он не понимал, что случилось. Джабраиль ему удостоверение не показал. Он очень сильно испугался. Он требует от него читать, чтение, а он не умеет читать. А потом еще начал его так давить, что он не мог дышать. И когда он вырвался, он дрожал весь. И ему долго надо было прийти в себя еще. Поэтому он не понимал, что случилось. И Аллах, до того, как он стал пророком, он воспитывал его нрав. Вот смотрите, даже у него родителей не было, чтобы воспитать. Когда сегодня мы видим какого-то, скажем, нравственного, такого воспитанного человека, мы говорим: вот, наверное, его родители воспитали, да? А он был сиротой, у него отца не было. Во сколько лет уже матери не было, да? Многим вещам научил Абдуль-Мутталиб. Многим вещам научил кто? Тот, который даже в ислам не пришел, Абу-Талиб. Абу-Талиб научил его многим вещам, но Аллах воспитал его. И потом Всевышний сам поставил ему оценку. Какую? Высшую оценку. И он сказал: «Ва иннака ля аля хулукин азим». А когда спросили Айшу, вот Арафива Байнахайндаманда, ответ. Когда спросили Айшу: «О, мать правоверных, расскажи нам о нраве посланника Аллаха, какой у него был нрав?» Она ответила: «Разве вы не читаете книгу Аллаха? Разве вы не читаете Коран?» Ему ответили: «Нет, я читаю». Она сказала: «Поистине нравом пророка Аллаха был Коран». То есть, какой был ответ? Хотите узнать, каким был нрав пророка? Откройте Коран и читайте. Вы там найдете его нрав. Потому что Всевышний захотел, чтобы все, что включал в себя Коран, все прекрасные качества, которые мы находим в Коране, которым призывает нас Аллах, Аллах собрал все эти качества у кого? В ком? В своем посланнике, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, когда по земле шел пророк Мухаммад, это был, скажем так, ходячий Коран на этой земле.
Просто можно было смотреть и наблюдать. Вот он Коран. Вот пророк улыбнулся, это Коран. Он поздоровался, салям дал, это Коран. Где-то сел, где-то встал, кого-то поругал. Было время, когда он вставал на минбар, и сподвижники видели, как его вена вот-вот разрывалась от ярости, когда нарушались границы Аллаха. И было время, когда он давал насихаты, сподвижники думали, что сейчас минбар сломается. Минбар мог сломаться, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, защищал яростно границы Аллаха. Он не свои права защищал, а границы. Вот поэтому это была нравственность пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Его отношение к взрослому поколению, олулларга, его отношение к детям, его отношение... Это был тафсир Корана. Это был целый тафсир Корана. Просто сподвижники могли смотреть и читать по нему Коран. Вот это такая-то сура, это такой-то аят. И на самом деле, вот я сам часто думал об этом и думаю, когда пророки, люди приходили к людям, то есть человек приходит к людям, к человекам, да, очень часто их спрашивали: а что ты, посланник Божий, такой же человек, что ли? Мы думали, ангел с небес спустится. И всегда, вот в Коране есть аяты, всегда спрашивали: а как, такой же человек, что ли? Как мы, кушает, ест, пьет, женится, детей растет, болеет. То есть они ждали с небес ангела. Вот там какой-то с крыльями сейчас спустится и будет рассказывать Коран, Инджиль, Таурат, Забур, да? Но всегда приходили кто? Такие же люди. С глазами, с ушами, в одежде, уставали, болели. Да. Почему так? Потому что Аллах захотел, чтобы не просто люди получали с небес какие-то правила. Люди, они слабые. И им всегда нужен образ для подражания. То есть они должны за кем-то идти. И вот когда приходит человек, который собрал в себе все прекрасные качества, и не только читает это с аятов. Если бы пророк читал с Корана одно, а люди в нем видели другое, они бы за ним не шли. Тем более многие не умели читать Коран. Тогда не было, это 7 век, не все умели читать и писать. Поэтому Коран, религию, ислам, они не только читали, слушали, они видели в его нраве. И поэтому Аллах Тааля захотел, чтобы все посланники, все пророки были кем? Были людьми. Ни одного пророка не было из числа ангелов. Даже если где-то в каких-то моментах есть хадисы, чтобы донести до людей что-то, Аллах отправлял с небес ангелов. Эти ангелы всегда, без исключения, приходили в образе кого? В образе человека, людей. Поэтому вот посланник Аллаха был примером того, к чему он призывал. И также Хасан аль-Басри рассказывает, когда Айшу спросили, первый это Саад ибн Хишам рассказывал, а второй случай Хасан аль-Басри, это величайший ученый среди табигинов, он рассказывал, когда Айшу спросили о нраве посланника Аллаха, она ответила: его нравом был Коран. Также посланник Аллаха, когда взывал к Аллаху, дуа, есть часть дуа, когда пророк что-то просил у Аллаха. Он говорил: о Аллах, дай нам это, дай нам то. Да? А есть часть дуа, когда посланник Аллаха просил защиты у Аллаха от чего-то. Например: о Аллах, одари нас раем и спаси нас от адского пламени. Да? Дай нам щедрость, спаси нас от скупости, например. Да? Дай нам трудолюбие, силу и спаси нас, упаси нас от дряхлости, от слабости и так далее. И вот посланник Аллаха наравне с тем, что просил у Аллаха хулюкун хасан, то есть благой нрав, он также просил защиты от дурного нрава. И он говорил: о Аллах,
я прошу у тебя прекрасных нравов, нравы, то есть терпение – это один вид нрава, кротость, мягкость – это другой вид нрава, справедливость – третий вид. То есть я прошу у тебя благие нравы, ибо благими нравами можешь одарить только ты, только ты. И я прошу твоей защиты от дурных нравов, ибо от них можешь защитить только ты. Поэтому пророк, саллаллаху, с одной стороны просил у Аллаха, чтобы Аллах одарил его прекрасными нравами, да? С другой стороны просил: о Аллах, защити меня от дурных нравов. Это дуа пророка, саллаллаху. Также дуа пророка, он говорил: о Аллах, отдали меня от дурных страстей, нравов, деяний дурных страстей, дурных нравов, дурных деяний и болезней. Этот хадис передал имам Табарани, сахих, достоверный хадис. И, субханаллах, вот Анас ибн Малик, много от него мы хадисов читаем, потому что он был рядом с ним всегда. Анас ибн Малик рассказывает: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не был ругающим, не был проклинающим. То есть он никогда не кричал на него. Вот представьте себе, выходим с другой хадис, вспоминаем, за 10 с лишним лет, когда он служил пророку, за 10 лет, пророк ни разу не повышал на него голос. Ни разу. То есть посланник всегда был нравственным. Не было такого, чтобы там кто-то сказал: ну, сорвался посланник Аллаха, да? Это мы с вами срываемся. И очень часто. И каждый раз говорим: ну ладно уж, сорвался 3 раза в день, да? Нет, пророк за 10 с лишним лет, представьте себе. Я когда этот хадис прочитал, я всем руководителям, которых я знал, отправил. Они сначала не поняли: ты что там, ну что-то намекнуть? Нет, я говорю, не намекаю. Вот представьте себе, ты руководитель 10 лет, руководишь, ты никогда не повышал голос, не кричал, не орал ни на своего водителя, ни на своего помощника, ни на своего заместителя, ни на секретаршу, может быть, в приемной, которая сидит. Ни разу не сорвался. Вот представь себе, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за 10 лет не было ни одного раза, потому что его Аллах сам воспитал. Он был эталоном нравственности. И вот Анас ибн Малик рассказывает: пророк никогда не был ругающим кого, никогда не проклинал, никогда не сквернословил, никогда. Обычно в качестве упрека он лишь говорил одному из нас: что с ним такое, да покроется землей его лоб. Ну, это было такое выражение у арабов, то есть да покроется пылью его лоб, вот так говорил. Вот он, то есть, когда очень сильно сердился на что-то такое, он говорил: ну что с ним, да покроется его лоб пылью, вот так он говорил. Поэтому, субханаллах, это был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также Абу Абдилля рассказывает: я подошел к Айше и спросил о нраве посланника. Субханаллах, вот смотрите, пророка уже давно нет, Айша уже еще сколько лет, десятилетий жила, раздавала знания, да? Это же милость Аллаха, что она была молодой, ей еще сколько лет служить умме. Она передавала очень много знаний сподвижникам. И вот сколько человек уже, 3-й хадис, вот сегодня только, да, 3-й хадис, уже 3-й раз подходят сподвижники, табигыны к ней и спросят, чтобы она рассказала им про нравственность пророка. Вот уже 3-й, Абу Абдилля Даджали. И он говорит: я подошел к Айше и спросил ее о нраве посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. На что она сказала: он никогда не был грубым, он никогда не был безнравственным, никогда не был шумливым. То есть от него шума никогда не было, он никогда не кричал. Он никогда ни с кем не кричал, не орал ни на кого, никогда. То есть он не был шумливым на рынках, он не отвечал злом на зло, но прощал и проявлял всегда снисходительность. Это был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Следующий хадис. Абу Хурайра рассказывает:
Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: я был послан лишь для того, чтобы довести до совершенства все благие нравы. Этим хадисом мы завершим сегодня. У нас еще несколько минут есть. Вот что это означает? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Иннама бу'ithту», я был ниспослан на эту землю к вам, людям, лишь для того. Что это означает? Значит, то, о чем он сейчас скажет, это было одной из его миссий прихода на эту землю, пришествия. Это была одной из главных его задач, целей, с каким он пришел на эту землю. И вот он сказал: «Иннама бу'ithту», я был ниспослан к вам только для того, «Ли-утаммима макарим аль-ахляк», чтобы совершенствовать, не просто донести до вас, а донести до совершенства, камилля ириштуру, что? Все благие нравы, которые есть в человечестве. Вот смотрите, мы говорили не просто благой нрав в общем, а благие нравы. У нас много качеств прекрасных у людей. Храбрость, щедрость, терпение, уважение друг к другу, почитание родителей, отношения в семье, любовь, милосердие к детям, уважение к соседям. То есть нравов тем очень много, их много. Но посланник Аллаха пришел для того, чтобы выбрать каждый нрав и начать воспитывать в людях этот нрав до того, пока он не поднимет его на самый высший уровень. Он справился, нет, с этим? Аллах не просто так его выбрал для этого. За 23 года, а на самом деле это очень много, это очень мало. Для того, чтобы изменить человечество, 23 года у него было очень мало времени. И за 23 года он взял, это же мы сейчас не говорим про единобожие, про борьбу с многобожием, что в людях сидела проблема многобожия, они поклонялись другим божествам. Мы сейчас не говорим про халяль, про харам, мы говорим про нравственность. Вот смотрите, он взял каждый нрав и сделал так, что довел этот нрав до совершенства. Любой вид нрава возьмите. Благочестие к родителям. Он поднял знамя уважения к родителям на такой уровень, которого человечество никогда не знало и никогда не узнает. Вот смотрите, от Адама до пророка пришли 124 тысячи пророков и посланников. Огромное количество. Многих пророк сам не знал. А откуда сейчас 124 тысячи имени, что ли, учить? Их было много. Но ни один пророк не дошел до этого. Он поднял знамя каждого благого нрава до такой высоты, которую человечество не знало. Пророк воспитал в сподвижниках уважение к родителям до такого уровня, которого даже во время Ибрахима не знали, во время Муса не знали. Для чего он это сделал? Чтобы это служило эталоном, образцом до судного дня. В каком бы веке мы ни жили, хотите узнать, каким должно быть уважение к родителям? Не надо смотреть на соседа, который пьян и кричит матом на свою мать. Не надо смотреть, а потом на себя смотришь и думаешь: вообще-то ангел я. По сравнению с ним ты ангел, но эталон-то не он. Вон же пророк знамя оставил. Он поднял знамя уважения к женщине до такого уровня, истории которого никогда не знала. Он поднял знамя вдов, сирот, уважение к сиротам. На такой уровень истории не знала этого уровня. И вот эти все нравы он смог за 23 года поднять так, чтобы до судного дня мусульмане могли открыть эти книги, узнать этот уровень и идти туда. Да, может быть, мы не дойдем, до того, то, что сподвижники дошли, но мы должны идти туда, потому что это для нас образец. Вот
Это была нравственность пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И тот уровень, который он задал за 23 года всему человечеству до судного дня. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.